В преддверии открытия юбилейного 8-го съезда общественной организации делегация Конгресса во главе с председателем Мурсой Экзековым провела встречу с членами Общественной палаты Абхазии. Политические и общественные деятели поздравили председателя Высшего совета и команду ВАК с юбилеем, и, открывая мероприятие, секретарь Общественной палаты Гули Кичба вручила Мусе Экзекову поздравительный адрес от Общественной палаты по случаю 30-летия со дня основания Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Для меня, для всей команды сегодня, конечно, большая возможность и большая радость, искренняя благодарность безграничная вам, что можно сегодня от всей души, с открытым сердцем поговорить о насущных вопросах, о насущных проблемах. За прошедшие 5 лет работы организация реализовала сотни проектов, направленных на укрепление этнокультурного единства, сохранение и развитие языка, традиций и обычаев абхазо-абазинского и убывского народов. Для осуществления этих и других целей Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс открывает представительства по всему миру. В первую очередь мы изучаем, какая проблематика в каждом населенном пункте. В первую очередь тем, кому нужно прямо сегодня и сейчас помогать, мы уже сходу стараемся делать это. Учимся делать это, подключая, понятно, что местных активистов. И потихонечку вовлекаем в этот процесс все население. В постпандемийный период реализовано 107 проектов на территории Абхазии. Это вот в 54 селах. Практически во всех сферах государственного строительства. В ходе встречи были обсуждены многие актуальные и важные темы. Детально участники коснулись одной из ведущих целей ВАК – укрепления связей соотечественников за рубежом с исторической родиной. Вопрос возвращения в Абхазию соотечественников стал одним из главных. По словам Мусы Экзекова, для успешной работы в данном направлении необходима консолидация государственных и общественных сил. Мы очень переживаем и хотим, чтобы все наши братья и сестры могли бы иметь возможность возвращаться на историческую родину. Для того, чтобы системным образом наши дорогие братья и сестры могли бы приезжать и комфортно устраиваться, нужно создавать инвестиционный климат, нужно создавать возможности для развития отраслей. В завершении встречи председатель Союза журналистов Руслан Хашик принял Союз журналистов Республики Абхазия, коллег из Карачаева-Черкесии, Фардауз Кулову и журналиста Руслана Клычева. После встречи в Общественной палате делегация ВАК во главе с Мусой Экзековым отправились в Абхазский государственный университет на встречу с руководством АГУ и профессорско-преподавательским составом. Конгрессу 30 лет. Это, конечно, немалая цифра. Это юбилей. И еще более отрада, что это и наш юбилей. Мы думаем, что это и для абхазов, нас разделять нельзя. Безусловно, немало вами сделано, но даже не это главное. Главное – это желание и возможность вместе творить, вместе делать уже нашу, уже современную историю. Вот так тепло встретили студенты АГУ председателя ВАК Мусу Экзекова. Сегодня, можно сказать, двойной праздник. ВУЗ в этом году отмечает 90-летие, а Конгресс – 30-летие. Я горд очередной раз быть вместе с вами в этих удивительных стенах Национального университета. Пользуясь случаем, лично хочу еще раз поздравить с очень ярким, очень солидным юбилеем 90-летия. Это очень авторитетное, очень значимое событие, потому что университет с каждым годом становится популярнее, интереснее, больше возможностей, и это благодаря многоуважаемому Олегу Алексеевичу и его команде. В ходе беседы декан отделения искусств АГУ Нукзар Логу рассказал о знакомстве и сотрудничестве с Мусой Экзековым. Речь также шла о поддержке, которую Экзеков оказал в установке мемориала «Мать Победы» в селе Тамыш, посвященного воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Вот в кабинете у него стоит
до сих пор отлиты в бронзе уже эскиз, рабочая модель этого памятника. Я руководил этим проектом, и у нас уже все было подготовлено для осуществления, и рабочая модель, и так далее. Но моя супруга была автором этого проекта. Но когда Сергей Васильевич вступил в должность, и меня как министра и художника позвал, и он уже знал, что надо осуществить проект. И я говорю, мы готовы работать, только надо финансировать. Он подумал, дай мне время, говорит, я как-нибудь, говорит, найду возможности. И через некоторое время мне говорят, что есть такой Муса Хабалевич Экзеков в Санкт-Петербурге, который готов нам помочь в этом. Вот с этого момента, конечно, я его не знал, слышал, но не знал лично его. Мы приехали в Санкт-Петербург в свое время, и по телефону мы с ним поговорили, и он четко и ясно все расклад дал мгновенно, как деловой человек, без лишних вопросов. В завершении визита Муса Экзеков поделился планами на тесное сотрудничество Абхазо-Абазинского конгресса САГУ. Рада Чучава, Алексей Баструков, Гугуца Вардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.